осени 1917 года в России существенно возросла роль партии большевиков. Рост ее влияния особенно отразился в деятельности Советов. Разгром Корниловщины, пытавшей установить военную диктатуру, поднял авторитет большевиков, ослабил контрреволюционные силы. В этой обстановке Владимир Ильич Ленин выдвинул лозунг «Вся власть Советам», временно снятый после июльских событий. Теперь этот лозунг стал призывом масс к вооруженному восстанию, свержению Временного правительства, установлению диктатуры пролетариата. 24 октября, то есть 6 ноября 1917 года, в Петрограде началось вооруженное восстание. На другой день, 7 ноября, восставшие рабочие, солдаты и матросы заняли все важные объекты столицы, и военно-революционный комитет объявил о падении Временного правительства. Всероссийский второй съезд Советов избрал Совет народных комиссаров, первое рабоче-крестьянское правительство во главе с Владимиром Ильичем Лениным. С этого времени партия большевиков превратилась в правящую партию. На съезде были рассмотрены вопросы мира и земли, и по ним приняты первые декреты советской власти. По главным положениям декрета о мире была разработана программа всеобщего демократического мира. В соответствии с чаяниями миллионов людей России декретом о земле была ликвидирована помещичья собственность на землю, которую как государственное достояние передали народу без возмездного пользования. Становление советской власти в Кыргызстане проходило с большими трудностями и в специфических условиях. Слабое развитие производственных сил, малочисленность промышленного пролетариата, недостаточное влияние партии большевиков, враждебные отношения между кыргызами и русскими, возникшие как следствие колониальной политики царизма, все это оказало негативное воздействие на процесс становления новой власти. Установление советской власти в Ташкенте 31 октября 13 ноября по новому стилю 1917 года ускорило этот процесс во всей Средней Азии, в том числе и на кыргызской земле. Третий краевой съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 28 ноября объявил о переходе государственной власти в Туркестане к Совету народных комиссаров и принял постановление о передаче власти на местах в руки рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В это время власть в Кыргызстане находилась в руках Временного правительства, а большинство в Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов составляли меньшевики и эсеры. На территории Кыргызстана первыми советскую власть объявили Сюлюкта и Кызылкия. На процесс ускорения становления советской власти на юге Кыргызстана большое влияние оказал Ферганский областной 6-й съезд Советов. На съезде, проходившем 6-7 декабря 1917 года, большевики имели численное преимущество. В результате была принята их резолюция и решен вопрос о взятии Советами всей полноты власти в свои руки. После этого во всех регионах Ферганской долины начала устанавливаться советская власть. В декабре 1917 года советская власть победила в Джалалабаде, в январе 1918 в Аше. Повсеместно организовывались советы и в сельских регионах, где власть тоже переходила в руки трудящихся. В Северном Кыргызстане советская власть впервые была установлена в Таласе в начале декабря 1917 года при активном содействии рабочих железнодорожников линии Ташкент-Алма-Ата и солдат гарнизона Аулее-Ата. В установлении советской власти в северной части Кыргызстана большую роль играл и Пишпек. Однако в октябре 1917 года большевики Пишпека еще не представляли единую организацию и продолжали сотрудничать с левыми эсерами. Вместе с тем, рост недовольства рабочих и кустарей, кыргызских бедняков, пострадавших в восстании 1916 года, привел в ноябре-декабре в Пишпеке к резкому возрастанию революционной активности, что способствовало усилению влияния большевиков. Осенью в Пишпекском уезде было создано несколько подпольных большевистских групп. На строительстве Чуйской оросительной сети во главе с рабочим Иваницыным, на предприятиях Пишпека во главе с механиком Меркуном, в Пишпекском гарнизоне во главе со Швец-Базарным. В это же время в Пишпеке организовалась первая в Кыргызстане национальная большевистская группа под руководством Хасанова, Сарыкулакова, Худайбергенова. Основной опорой большевиков был союз Бухара, имевший большое влияние среди дихкан уезда. Установление советской власти в Пишпекском уезде встретило ожесточенное сопротивление контрреволюционных сил. Поворотным этапом в ходе революционных событий в уезде стал митинг, проведенный 31 декабря в Дубовом парке Пишпека при участии более 1000 человек. Митинг объединил все революционные силы, возглавляемые партией большевиков, для активных действий и принял решение о создании отрядов Красной гвардии. 1 января 1918 года большевики добились еще одной важной победы. Военное руководство Пишпекского совета было заменено большевиками, председателем назначен Швец-Базарный. 5 января 1918 года состоялся съезд Советов Пишпекского уезда, который объявил об установлении советской власти во всем регионе.
В феврале советская власть победила в городе Токмоке. Там была создана Красная гвардия в количестве 300 человек. Утверждение советской власти в Пишпекском уезде во многом облегчило свержение 3 марта 1818 года буржуазного правительства в областном центре Жетысуйской области, городе Верном. Это способствовало созданию условий для быстрой победы советской власти во всей области, в том числе и в Прижевальском уезде. В Прижевальске и в Нарыне установление советской власти проходило в сложной и напряженной обстановке. Жители этих уездов, сочувствовавшие советской власти, обратились за помощью в Жетысуйский областной и Пишпекский уездный советы. В ответ на обращение нарынских кыргызов из Токмака выступил отряд красногвардейцев под командованием Дубовицкого, который разгромил местные контрреволюционные силы и остатки вооруженного отряда Каканского автономного правительства. Съезд Советов Нарынского региона 8 апреля 1918 года объявил об установлении советской власти на своей территории. В Высокульской котловине, особенно в Прижевальске, Тюпе, Теплоключенке и других селах с многочисленным русско-казахским населением, реакционные силы оказывали ожесточенное сопротивление советской власти. Борьба с контрреволюционными силами здесь продлилась до лета 1918 года. Прибывший из Верного красногвардейский отряд в конце июня 1918 года ликвидировал в Прижевальске власть Временного правительства и оказал содействие в созыве 26 июня уездного съезда Советов. Был распущен старый и избран его новый состав. Советы взяли на себя власть в Прижевальске. Таким образом, к середине 1918 года советская власть утвердилась на всей территории Кыргызстана.